Не так сели, говорят. Не так сели. Я, чтобы далеко не ходить, уже с кривой ногой там сплю. Все готовы, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Заключительное в этом году заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в деловой и конструктивной атмосфере. Вместе с президентами Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии обсудили актуальные вопросы реализации Евразийского интеграционного проекта. Утвердили, как вы видели, уважаемые представители прессы, солидный пакет документов, направленных на дальнейшее развитие наших торговых и инвестиционных связей, укрепление институциональных основ интеграции и совершенствование деятельности ее органов Евразийской экономической комиссии и суда. Буквально через несколько дней, с 1 января 2015 года, начнет функционировать новый Евразийский экономический союз. Его создание – результат совместной, кропотливой работы руководства государств Тройки, тесного взаимодействия наших правительств, Евразийской комиссии, экспертного и делового сообщества. Но, конечно, политические решения принимались президентами, и я сейчас в присутствии всех моих коллег хочу обратиться к ним со словами благодарности за совместную работу, непростую, сложную, но весьма нужную и очень профессиональную. Мы последовательно и успешно прошли все этапы интеграции, начав с образования таможенного союза, который потом трансформировался в единое экономическое пространство. Планомерно сближали и сблизили, синхронизировали нашу совместную работу в торговле, в других областях экономики. А сейчас переходим на более высокую ступень интеграции с беспрепятственным передвижением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Напомню, что создается общий рынок, действующий на основе универсальных правил и норм Всемирной торговой организации с более чем 170 миллионов потребителей и совокупным ВВП, превышающим 4,5 триллиона долларов. Отмечу, что все участники интеграционного процесса уже ощущают его реальную выгоду. Устранены многие существовавшие ранее таможенные и административные барьеры. Существенно расширились возможности для бизнеса, для реализации совместных инвестиционных проектов. Государства-члены Союза будут проводить скоординированную политику по целому ряду ключевых отраслей, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, энергетике. Стремиться согласованно применять санитарно-ветеринарные и технические нормы, защищать права потребителей. Договор о Евразийском экономическом союзе предписывает создание к 2016 году общего фармацевтического рынка. Сегодня мы утвердили соглашение, регламентирующее правила оборота лекарственных средств и медтехники на территории наших стран. Мы намерены продолжить работу по формированию к 2019 году общего рынка электроэнергии, к 2025 рынка газа, нефти, нефтепродуктов. В том же 2025 году в Алма-Ате должен начать свою работу наднациональный орган по регулированию финансового рынка Союза. В этом году принят ряд важных решений по расширению нашего объединения. Можно сказать, что Евразийская тройка превращается в Евразийскую пятерку. В октябре к проекту интеграции присоединилась Армения. К нынешнему заседанию Совета Россия, Белоруссия и Казахстан ратифицировали соответствующий договор. Только что подписан договор о присоединении Кыргызстана. Убеждены, что членство Армении и Киргизии в Евразийском союзе отвечает коренным национальным интересам этих стран, открывает широкие горизонты для их социально-экономического развития. В свою очередь, рост числа участников идет на пользу самому Союзу, увеличивает емкость его рынка, способствует упрочению торгово-экономических связей, запуску новых инвестиционных проектов. Повторю, Евразийский союз открыт для работы со всеми нашими соседями и в рамках СНГ, открыт для наших партнеров и на Востоке, и на Западе.
Подчеркну, что евразийская интеграция строится на основе взаимной выгоды, взаимного уважения и учета мнений друг друга. Все участники нашего союза имеют равные права и равные обязанности, а также представлены в его руководящих структурах. Сегодня мы приняли решение о порядке председательства в Евразийском экономическом союзе. В 2015 году государством-председателем станет Белоруссия. Хотели бы пожелать белорусским друзьям успехов. Нам предстоит еще немало сделать, чтобы Евразийский союз превратился в мощный центр экономического роста. Мы прекрасно отдаем себе отчет, где мы находимся, каковы позиции наших экономик, где у них слабые места и в каком мире мы живем. Но, безусловно, объединение усилий будет помогать преодолевать все имеющиеся проблемы. И в заключение повторю, что весьма позитивно оцениваю итоги сегодняшней встречи. Главное, обозначены четкие ориентиры, приняты конкретные планы на перспективу. Уверен в успехе дальнейшей совместной работы на благо наших стран и наших народов. Спасибо большое за внимание. Пожалуйста, Калин. Дорогие друзья, представители средств массовой информации, коллеги, 2015 год войдет в историю как начало нового этапа евразийской интеграции. С 1 января следующего года вступит в силу договор об Евразийском экономическом союзе, участниками которого стали Казахстан, Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан. Впервые в истории необъятных просторов Евразии на добровольной, равноправной, взаимовыгодной основе создается экономическое объединение с мощным природным и ресурсным потенциалом, стратегически важной в глобальном и региональном плане транспортной, энергетической и технологической системы. Мы объединили свой экономический потенциал, отвечая на вызовы 21 века. Евразийский экономический союз создан прежде всего для простых людей и в кровных их интересах. На огромном пространстве от Балтики до Тихого океана, от Арктики до Тянь-Шаня более 180 миллионов граждан государств-участников обретают равные возможности для ведения бизнеса, свободной торговли и занятости, пользования коммуникациями, расширения межрегионального сотрудничества, гуманитарного взаимодействия. Создав прочный единый экономический фундамент, мы укрепляем дружбу, добрососедство, доверие между нашими странами и народами. Сегодня мы определяем мощный долговременный вектор мира, согласия, взаимной поддержки и выгоды для наших стран. И в то же время, интегрируясь экономически, все государства-участники укрепляют незыблемые принципы политического суверенитета и независимости, культурной и языковой уникальности наших народов. Конечно, нестабильность мировых рынков, санкционная политика, ослабление доверия между ведущими державами мира, угрозы обострения военно-технической политической ситуации – все это будет влиять на процессы становления Евразийского экономического союза. Мы эти вызовы учитывали. Поэтому мы должны быть готовы к трудной работе и к новым вызовам. Наш путь к Евразийскому экономическому союзу занял 2 десятилетия. За это время Информации и обрастает, как часто бывает, различными домыслами. Сам факт того, что на уровень президентов был вынесен 21 вопрос экономических проблем, говорит о напряженной работе, которая ведется на интеграционной площадке, о масштабе решаемых сегодня задач. Плюсы нашего союза очевидны, на них я останавливаться не буду. Что касается нерешенных вопросов, то свободного движения товаров у нас в полном объеме пока как не было, так и нет. И скрывать это нам нечего. За примерами далеко ходить не надо. Например, до сих пор российской и белорусской сторонами не обеспечено взаимное предоставление наиболее благоприятных национальных режимов доступа к государственным закупкам. А сделать это надо было еще с 1 января 2012 года. Вы, журналисты, хорошо знаете, что происходило на границе России с Беларусью в августе этого года. Точнее, с августа этого года.
сами подробно информировали о предмете прошедших в ноябре-декабре в наших столицах многочисленных двусторонних консультаций на разных уровнях. Правда, информировали одно и то же по-разному. Вот и ответьте тогда на вопрос, есть ли на сегодняшний день между нами реальная либерализация условий торговли? Есть и вторая сторона медали. В наших, я искренне уверен, временных разногласиях. Россельхознадзор ввел ограничения на поставку продукции белорусских предприятий в Российскую Федерацию. Более того, вопреки всем международным нормам, нам запретили транзит товаров с белорусской территории. Это все сделано в одностороннем порядке, без каких-либо консультаций, минуя Евразийскую экономическую комиссию и, более того, как стало известно в результате сегодняшних переговоров с Владимиром Владимировичем, и без его согласия. Отсюда вывод. Четкого механизма взаимодействия и контроля в рамках единого таможенного пространства пока в полном объеме нет. А самое грустное, от ЕЭК, нашей комиссии, нашего, если можно так сказать, попросту правительства, не просматривается никакого стремления хоть как-нибудь изменить ситуацию. Представляется, что комиссия фактически дистанцировалась от решения действительно чувствительных проблем. Как видите, отношения внутри Таможенного союза и ЕЭП проходят через серьезнейшие испытания. Есть вопросы, однозначных ответов на которые, к сожалению, пока нет. А время их уже настоятельно требует. В январе-сентябре 2014 года объем взаимной торговли государств-членов Таможенного союза и ЕЭП составил 42 миллиарда 800 миллионов долларов США. Это лишь 89,5% к аналогичному периоду прошлого года. Промедление с принятием на данном этапе жизненно важных решений может обернуться не только потерей динамики объединительных процессов, но и откатом назад, чего народы наших государств современным политикам не простят, особенно учитывая нашу практику работы и взаимоотношений в рамках СНГ. Второго СНГ народы не потерпят. Я не буду оригинален, сказав, что любой, тем более наш Евразийский экономический союз, о котором только что говорили мои коллеги-президенты, должен работать на благосостояние своих граждан. Концептуальные решения по его эффективному функционированию приняты. Сегодня каждой из сторон исключительно важно выдержать разумный баланс между национальными приоритетами и межгосударственными обязательствами, а всем вместе добиться желаемой эффективности от Евразийской экономической комиссии. Потенциал стран, членов Союза, велик. Сближение лишь умножает наши силы. А значит, движение, как сейчас модно говорить, на интеграционном треке, должно быть продолжено. Другого пути у нас нет. Мы готовы к продолжению равноправного, взаимовыгодного диалога по любым вопросам и уверены, что так будет и выражена позиция наших партнеров. И в заключение, так уж сложилось, я очень внимательно смотрю за тем, как средства массовой информации освещают наши мероприятия. Я уже своим коллегам говорил, но поскольку это касается журналистов, хочу, обращаясь к вам, думаю, меня поддержат и мои коллеги, попросить, чтобы вы более трепетно и аккуратно относились к проблемам, которые мы сегодня решаем. Они непросты. Нельзя делать заявления непродуманные. Они очень негативно влияют на политику, которую мы проводим в рамках нашего Союза. Некоторые средства массовой информации заявили о том, что вот, видите ли, союзники хотят что-то в данной ситуации, приехав в Москву, отжать, отщепнуть от России. Ну, во-первых, никто сюда просто так не приехал. Это было согласовано с главой государства российского, который является инициатором таможенного союза в нынешнем его виде. Мы его поддерживаем и будем поддерживать. Может, кто-то и хочет что-то сегодня отщепнуть от России, потребовав в сложные времена что-то от нее, от России, но не Беларусь.
Поэтому не переводите, пожалуйста, стрелки на Беларусь. Мы сюда не приехали с протянутой рукой. И если нам, нашим русским россиянам, нашим братьям нужно что-то будет, и мы на что-то способны, президент знает, мы всегда подставим свое плечо. Все страдали, Владимир Владимирович, что Путин не будет встречаться с Лукашенко, потому что вот он по каким-то причинам. Не страдайте. Мы с Владимиром Владимировичем обсудили весь комплекс проблем, связанных с белорусско-российскими отношениями. Он не такой уж и сложный. Если президенты за него берутся, этот комплекс, он всегда решался. Мы не первый год президентами работаем. Всегда решаются эти проблемы и сегодня. Не надо вокруг этого создавать ажиотаж. Или типа того, как сегодня некоторые политологи и журналисты в Российской Федерации заявляют, что у Лукашенко год особый, 15-й, пройдут президентские выборы, поэтому есть шанс и возможность его отстроить. Успокойтесь, господа. Лукашенко не тот человек, которого можно отстроить. Он уже президентского хлеба накушался. Даже в самых худших ситуациях я страдать не буду. Но отстраивать меня может только белорусский народ. Даже если весь мир выступит сегодня против Лукашенко, он все равно станет президентом, если он этого захочет. И самое главное, вы знаете, я с Владимиром Владимировичем, обсуждая некоторые проблемы, говорил, самое страшное и недопустимое, когда журналисты братских стран в едином союзе находящихся переходят на личности и начинают оскорблять. Вот это нетерпимо. Нравлюсь я вам кому-то или нет, не вам решать. Хорош я, плох, меня избрал народ. Уважаете белорусский народ, терпите Лукашенко. Не надо переходить на личности, не надо. Это самое постыдное со стороны журналистов, когда они переходят на личные вопросы и начинают обсасывать и обмывать то, чего нет на самом деле. Извините, ради бога, Владимир Владимирович, вы председатель и присутствующий здесь, что я вынужден обратиться к этой теме. Другого просто случая у меня не будет, поэтому я об этом сказал. Извините, ради бога. Спасибо за внимание. Ну, после такого яркого выступления Ты выступать не будешь, да? Александра Григорьевича, мне остается только поблагодарить глав государств Евразийского экономического союза за поддержку в вопросе присоединения Армении, отметить огромную работу министерств, ведомств, Евразийской экономической комиссии и пожелать нам всем успешной работы. И все. После твоего выступления. Уважаемые представители средств массовой информации, только что мы подписали договор о присоединении Кыргызстана к договору о Евразийском экономическом союзе, обсудили очень важные вопросы, и разговор был непростой, но хочу сказать, что в договоре подписанном определены ясные и справедливые параметры присоединения Кыргызстана, определены доля расщепления, единый таможенный тариф и сроки вступления договора в силу, даты применения единого таможенного тарифа и отмены таможенного контроля на кыргызско-казахстанской границе. Надеюсь, что Кыргызстан уже к 9 мая следующего года, к юбилею Великой Победы, будет равноценным участником Евразийского экономического союза. Для меня это очень важно, потому что мой отец наравне со многими воевал в свое время за Советский Союз. И, конечно, он не думал, что наши народы будут разделять границы, таможенные посты. И я думаю, что мы сдержим слово и все поставленные вопросы перед Кыргызстаном до 1 мая закончим. Все работы проведем. Исторический опыт показывает, что противостояние и нетерпимость приводят к горьким потерям. Процветание народа достигается только созидательным сотрудничеством, взаимной поддержкой.
Кыргызстан, вы знаете, прошел непростые годы за 10 лет последних. И мы в Кыргызстане прекрасно знаем, насколько хрупким может быть мир, может быть хрупким согласие. И поэтому мы осознанно выбираем путь интеграции, путь добрососедства и дружбы. И я хотел бы особо подчеркнуть, что мы встречаемся 23 декабря. Я человек, который иногда придает особое значение каким-то приметам, датам, знакам судьбы, скажем так. Вчера был самый короткий день и самая длинная ночь, 22 декабря. А 23 – это день, когда свет начинает побеждать ночь, когда день становится длиннее ночи. И мне кажется, это очень знаменательно. И я уверен, что на самом деле даже эти непростые времена нам будет намного легче пережить вместе, если мы будем дружны и помогать друг другу. Я хочу в заключение поздравить всех присутствующих с наступающим Новым годом и пожелать вам всем, и вообще всем гражданам наших стран самого хорошего в наступающем Новом году. Всем здоровья, счастья, удачи. Спасибо. У нас без вопросов, да? Но мы специально попросили Александра Григорьевича, чтобы он поднял планку дискуссии, показал ее сущность этой дискуссии и во всей красе, да, и чтобы всем было ясно, как нам тяжело живется. Спасибо. Спасибо.